Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уважаемые братья, сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я в первую очередь хочу всех поздравить с этим священным месяцем Рамадан. К сожалению, первая декада уже позади, быстро время пролетает, ничего из того, что планировали. Я уверен, что хотелось бы больше делать, и у всех не так получается, как хотелось совершать благие дела. Поэтому напоминаю нам всем, что это время вот так быстро летит, чтобы мы оставшееся время не упускали, и чтобы Аллах дал нам силы, энергию заниматься еще лучшим, еще больше богослужением, поклоняться Ему. И, конечно, самое главное, чтобы Всевышний Аллах принял наше поклонение. Мы все знаем, что месяц Рамадан, он самый лучший месяц в году, тем, так как Всевышний Аллах сам о нем говорит, что в нем был ниспослан Коран. Все мы знаем, что лучший из людей это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он лучший из людей, потому что ему был ниспослан Коран. Все мы знаем, что лучший из ангелов, самый великий из ангелов, это ангел Джабраил, алейхиссалям. И он самый лучший, потому что именно он стал посредником передачи Корана нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Из этого вытекает, что самое лучшее, то, что есть на земле, это Коран. Коран отвечает на любые вопросы человека в жизни этой и для жизни той после смерти, вечной жизни. Поэтому следует тщательно, еще лучше изучать Коран. Что значит изучать Коран? Мы все прекрасно знаем, это следовать религии Всевышнего Аллаха. Вот ученые, алимы, это и есть, как говорится о них в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Иннамаль уламау варататуль анбия». Поистине, ученые люди – это наследники пророков. В наследство пророки не оставили ни одного дирхама, то есть ни одного рубля, так скажем, нашими словами, ни одного клочка земли не оставили в наследство, то есть никакого имущества, драгоценностей в наследство пророки не оставляли. Так в чем же наследство пророков является? Это в том, чтобы призывать к религии, то есть распространять знания. Для распространения знаний нужно их изучать. Изучение знаний, конечно, очень трудное дело, нелегкое дело. Их распространение еще сложнее. А их следование – это самое сложное. Знаниям следовать – это самое сложное. Тем более искренне следовать знаниям. Поэтому вот порция получения знаний и их распространения должна быть пропорциональная для каждого человека. Нельзя взять человеку и дать все знания, которые есть, разом. Это делается пропорционально. Также пропорционально не спосылался Коран нашему пророку, алейхиссалям. Также пропорционально религия ему приходила. И точно так же пропорционально, постепенно он воспитывал своих сподвижников. Ради Аллаху та'аля анхум. Он воспитывал сподвижников, понемногу давая им информацию о религии, обучая их практике этой религии. И точно так же эти сподвижники дальше обучали своих табиинов, то есть последователей, и они до наших дней передавали эту религию из поколения в поколение. И ни для кого не секрет, что есть сподвижники, похороненные и в Дагестане, и в Булгарии, есть след сподвижников. То есть это огромная, конечно, радость для нас, что к нашим предкам пришли сподвижники.
но и в то же время это огромная ответственность на нас с вами, чтобы эту религию передавать дальше. Это знак, это признак того, что сподвижники, придя сюда, как им пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эту религию дал, научил их, практике научил. Вот то, что они пришли на наши земли и передали нашим предкам эту религию, это знак того, что вот мы вам передали, и вы ответственны за то, что передадите ли вы дальше эту религию. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек слова «Баллигу анни валяу ая», смысл этих слов «донесите от меня», то есть передайте из того, что я вам передал, хотя бы одно предложение, хотя бы одно слово. Когда посланник Аллаха призвал этими словами асхабов, своих сподвижников, были такие сподвижники, которые вот с этого места, услышавшие эти слова, даже не вернулись к себе домой. Они вот с этого места, после этих слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они пошли, как в народе говорится, туда, куда глаза глядят. То есть они вышли в путь, в сафар, искать по земле людей, до которых еще не дошла религия, чтобы до них донести хотя бы одно слово от посланника Аллаха. Понимая, какую огромную пользу эти слова принесут любому человеку, до которого они дойдут. В книгах приводят историю о сподвижниках, который стоял в Марокко у Атлантического океана. Смотря на океан, он сказал: если бы, какой же ты великий, я вижу, какой ты большой, сколько в тебе мощи, ты меня можешь поглотить. Но если бы я был уверен, знал, что за тобой есть хоть один человек, до которого еще не дошло слово от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я бы не почувствовал твое величество. Такими словами обратился к Атлантическому океану. Вот такой силой духа, желанием распространить религию Аллаха, они дошли и до наших с вами земель. Мы видим, какие они суровые. Кто был в Саудии, тот знает, там 40-30 градусов жара меньше не бывает. Настолько комфортно организму там жить. А у нас какие суровые условия, особенно зимой. Несмотря на эти суровые условия, они пришли и пожертвовали всем своим. Неужели у них не было семей, которые они любили? Теплого очага дома. Но они полюбили нас с вами больше них. Почему? Потому что они захотели нам донести слово посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потому что знали, как посланник Аллаха за это переживает. Потому что знали, что их дети в безопасности. До них уже дошла религия. Они уже получили то, что им нужно максимально от этого мира. То есть это и есть религия. Это и есть наследство посланника Аллаха и всех остальных пророков. Это религия, это знание. Их дети получили это, а есть те, которые до кого это еще не дошло. Видя, как за это переживает пророк, мир ему и благословение, они оставили свои семьи. Они сказали своим друзьям, асхабам: передай моей семье, васият, да, как у нас говорится, сделали завещание своей семье через своих друзей, мол, я отсюда уже не вернусь домой, я отсюда уже пойду, и скорее всего до конца жизни буду идти, искать людей, до которых бы донести слова посланника, мир ему и благословение Аллаха. Потому что, если я вернусь домой, может быть, увидев своих детей, у меня вот как-то вот эта любовь к ним возьмет верх надо мной, и я не смогу выйти. Поэтому они сделали завещание через своих асхабов, через своих соседей, сказали: попрошайтесь за меня с моей семьей. То есть настолько важно донести до человека слово посланника Аллаха. Возьмем, к примеру, одно слово пророка, саллаллаху алейхи вассалям, одно предложение. Вот когда один из асхабов обратился к нему и сказал: сделай мне наставление, сделай мне завещание, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха.
Он ему сказал: ля тагдаб, не гневайся, сказал. Он сказал еще, посланник Аллаха. Он сказал, повторил: не гневайся, ля тагдаб. И несколько раз, когда он ему говорил: сделай мне еще наставление, сделай мне еще завещание, он ему повторял эти же слова: не гневайся, не гневайся. Если мы подумаем сегодня над тем, что в порыве гнева мы можем совершить, какие дрова можем наломать, мы осознаем, насколько эти слова полезные и важные для любого человека. Один случай, пример приведу, как человек в порыве гнева на своего ребенка, который что-то сломал, там, вазу или что-то дорогое поломал из имущества. В порыве гнева он взял под руку попавшуюся палку и ударил по рукам своему сыну. Мало ли, в порыве гнева любой из нас может что-то такое совершить. На палке оказалось там ржавый гвоздь или еще что-то, который поранил руки сына, после чего у него там гангрена образовалась, и ему пришлось ампутировать руки. После операции сын лежит в больнице. Это история, то, что случилось на самом деле. Лежит в больнице ребенок без рук, ампутированными руками. Он приходит в себя после операции, после всех этих наркозов. Рядом отец сидит, он смотрит, нет рук. И он спрашивает у отца, маленький ребенок, маленького возраста, 3-5 лет. Говорит: папа, а где мои руки? Что с ними? И, конечно, в таком состоянии, в таком положении, что он тоже скажет? Он признался, говорит: сынок, вот так случилось, вот так я в порыве гнева ударил тебя, и из-за этого вот так руки пришлось тебе ампутировать. И маленький ребенок, не имея таких больших знаний, он говорит: папа, я больше не буду говорить. Верни мне, пожалуйста, руки теперь, говорит. А тут уже не вернешь. Вот настолько, да, даже одно слово посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приносит огромную пользу. Если бы этот человек последовал этому одному слову, не гневался бы, сохранились бы руки его ребенка. Вот настолько важны любые слова посланника Аллаха. Поэтому, уважаемые, я недавно в республике Башкирии, изучая религию в Дагестане, особенно духовную сторону религии, мы не можем пройти мимо того, что наши предки совместно изучали религию и распространяли ее. Совместно они, несмотря на расстояние между Дагестаном и Башкирией, и Саудовской Аравией, и Узбекистаном, они, даже наши предки, не идти далеко до асхабов. Мы можем подумать, это асхабы, они крепкие люди, они видели посланника Аллаха, поэтому у них такой дух был сильный. Наши предки тоже, дедушки наши. У нас в Дагестане есть похоронен земляк из Башкирии, большой ученый, богослов Баязид Хайрулин. Мы посещали его могилу тоже и спрашивали, рассказывали о том, какой он был ученый, сколько он пользы принес. То есть точно так же есть земляки, дагестанцы, которые приходили сюда для получения знаний. Поэтому знания, их распространение, это не только сидеть в медресе, изучать какие-то информацию. Почему я говорю информацию? Потому что не каждый, кто вышел из мадраса, обучившись там, может позволить себе распространять эти знания. Не говоря уже о соблюдении этой информации, которую он получил. Я к чему веду? К тому, что, как я понял, я вижу, я свидетельствую тому, что собравшиеся здесь люди, это те люди, которые стараются по мере своих возможностей распространять религию Всевышнего Аллаха, знания, наследство пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, я смело могу сказать, что это люди, которые распоряжаются наследством пророка, саллаллаху алейхи вассалям, распространяя информацию от него. Поэтому я очень рад,
горжусь находиться среди вас. Огромную вам хочу выразить благодарность. Хочу вас всех попросить, чтобы вы не забывали в своих молитвах и нас тоже, и Дагестан тоже, потому что огромную работу вы делаете. Конечно, в Дагестане нам очень многое досталось от наследства пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Очень много медресе, мечетей и всего этого. Да, и в республике Башкирия это есть. Но у нас как-то незаметно с детства мы вот в этом растем, и как-то оно впитывается в наш образ жизни. А здесь есть над чем работать. И вы именно те люди, которые вот, взялись за эту работу, которые вот, воспитаете. Я уверен, раз уже вы есть, которые этим занимаетесь, я уверен, уже будущее поколение, оно вырастет здоровым, в религии, соблюдающими. До них уже вы донесли религию. Это свидетельство многого значит. Посланник Аллаха тоже, саллаллаху алейхи вассалям, когда в прощальном хаджи, прощальной хутбе, прощальном обращении, он спрашивал у асхабов, ради Аллаху анху, донес ли я до вас? Они говорили, да, я Расулаллах. Вы свидетельствуете, что я до вас донес? Они говорили, да. И точно так же мы с вами сегодня тоже свидетельствуем, что мы донесли, что мы старались передать. Иншаллах, и дальше будем стараться. Каждый рубль, каждая копейка, каждый шаг, каждый, как сказать, мгновение, которое вот человек думал над тем, чем бы помочь распространению религии, это и есть поклонение. Это и есть самое лучшее поклонение. Почему оно самое лучшее? Потому что это цель, с которой были ниспосланы все пророки, чтобы распространять религию. Вот об этой цели, об этом, если размышлять, это и есть поклонение, и любое действие, и любая копейка потраченная, это все воздастся многократно, особенно в эти месяцы. И человек, который об этом старается, то есть, согласно хадису посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ангелы расстилают свои крылья под ногами тех людей, которые идут, чтобы получать знания и их распространять. Рыбы в море просят прощения за этих людей. Поэтому огромное счастье для нас, то, что Всевышний Аллах выбрал нас и сделал именно из этих людей. Огромное количество людей вокруг нас заняты многими разными вещами, занятиями, но, альхамдулилля, мы заняты именно самым лучшим. Дай Аллах нам остаться в этом состоянии, распространять религию, переживать за религию. Вот как это делают сейчас наши ученые, как они нам показали, как они нас направили именно вот так. Почему? Потому что надо посмотреть, да, вот, за кем мы следуем. И вот в том, за кем мы следуем, заключается на истинном ли мы пути. А как это можно охватить, да, вот своим разумом? Как это понять на этом свете? Ну, давайте посмотрим на то, где мы сейчас с вами находимся. И чем мы сейчас с вами заняты. Это свидетельствует тому, что мы за правильными людьми последовали. Что мы на истинном пути. Ученый, великий ученый в своих словах сказал, если ты хочешь узнать, каково отношение твоего Господа Всевышнего к тебе, то ты, говорит, посмотри на то, чем Он тебя занял. Чем ты занимаешься? Это же Всевышний нас создал и предписал нам все. И то, чем мы занимаемся, от Всевышнего. И чем Он нас сегодня занял? Он нас занял самым лучшим делом, ради которого Он ниспослал всех пророков и самую лучшую книгу Коран. Вот этим Он нас занял, значит, в Его глазах для Всевышнего мы самые лучшие. Дай Аллах нам такими остаться до смерти. Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми, укрепит нас на правильном пути. Всем барак Аллах. Очень хорошее мероприятие организовали, особенно наши организаторы. Очень сильно постарались. И мы постараемся в дальнейшем тоже помогать таким людям, которые стараются направить нас на истину, на что-то полезное.
наши вот, аксакалы, которые нас посетили, им тоже баракаллаху. Мухаммад Хабиб, руководитель землячества, да, коротко скажу, республики. Махач, так, тоже как старшина дагестанцев в Башкирии. Наш брат Мухаммад, который вот перед вами Маулид исполнял, тоже очень сильно старается, он тоже очень красиво исполняет нашиды. Хадижат, Мухаммад, вот, ну, очень много здесь людей. Я уже, у меня слов не хватит, моего красноречия не хватит, чтобы описывать работу, которую проделывает вот, главный редактор Зулейха Хананова и ее команда. Мы им всегда делаем дуа. Для нас они как вот, люди, которые в локомотиве давата вот, в этой республике. Поэтому огромная благодарность руководству газеты «Ассалам». Как говорится, не принято себя хвалить, поэтому я особо ничего не говорю о газете «Ассалам», так как это исходит из Дагестана. Но наша цель – это распространение религии, поэтому тут не о скромности речь идет, а об истинности. И поэтому я уверенностью говорю, распространение газеты «Ассалам» – это и есть распространение истинной религии.